Ассаламу алейкум. Всем нам известно, что в данный момент происходит в США. Наверное, нигде нет такой демократии, нигде нет такой свободы слова и нигде нет столько прав у народа, как в Соединенных Штатах. Но то, что там происходит, это как бы обычный нормальный процесс общества, где, когда появляется несправедливость, общество восстает и требует справедливости. Но меня лично поражает наглость и бесстыдство некоторых людей чеченской национальности, которые пытаются влезть в эту тему и пытаются что-то сказать. Например, честно сказать, я все-таки надеялся, что Кадыров промолчит, и только Даудов будет что-то говорить, потому что на Даудова, что на Кадырова есть что сказать. Кадыров требует от ООН, чтобы ООН вмешалась ООН и прекратила ужас, который творится, по его словам, в Соединенных Штатах. Но если бы это сказал какой-нибудь другой человек, какой-нибудь другой чиновник, если бы кто-то другой это сказал, этому можно было бы прислушаться. А в данный момент это смешно. Человек, который убивал, человек, который пытал, унижает, каждый день практически унижает народ, который номинально под его рукой, которым ему доверили этот народ, он типа управляет этим народом. Вот. Он делает все, что захочет с этим народом, пытается что-то сказать за океан людям, которые даже не творят этот беспредел. Это случилось как производственная травма. Да, это произошло, случилось с этим человеком, и полицейский его как бы убил. Но никто не защищает этого полицейского. Кадырову нужно было сначала посмотреть все события от самого начала до вчерашнего, сегодняшнего дня, чтобы заткнуться и не говорить такие вещи, которые он сказал и все, забыл. Ему главное сказать, наверное. Ведь никто не оправдал полицейского, никто его не скрыл, никто не подавил восстание, которое там произошло. Как это делаешь ты, Кадыров? Стоит даже просто одно слово сказать, твое войско выходит, ищет этого человека, привозит, не в зависимости, женщина это, ребенок. Вспомни, как ты снял штаны с пацана. Вспомни, как ты привозил женщин, которые возмущались твоим беспределом. Беспределом, который ты культивируешь уже много-много лет. Ты привозишь этих женщин, этих стариков и заставляешь извиняться. Как ты можешь требовать от ООН какого-то разбирательства, если предметом расследования ООН являешься ты сам? То же самое Даудов. Это человек, который помог российским спецслужбам убить своих друзей. Это человек, который пытал. Я могу их назвать, этих людей. Я знаю этих людей. Я знаю также, как Кадыров молотком калечил человека в спорткомплексе. Вспомни, Кадыров. Вот тогда нужно было помнить о правах человека. Даудов, когда ты пытал человека, когда ты пытал того или иного человека со своим другом Сергеем, тебе нужно было тогда помнить о правах человека, а не сейчас, когда ты прошел через кровь, надел пиджак, стал чиновником. Это все равно, что какой-то браток с 90-х, пройдя по головам, пройдя по крови, пройдя через весь беспредел, сегодня сел в кресло Госдумы и будет творить законы. Это также цинично с ваших уст звучит. Вам нужно сначала, как мы говорим, нохчи, как мы говорим, чурдын дададулу, то есть со своего дома надо начинать. Со своего дома должны каждый из нас начать и показать,
Вот как это все делается. А вы творите беспредел и еще требуете, у вас хватает наглости у кого-то еще требовать что-то. Вспомни, Даудов, как ты ударил оплеухой, огрел пожилого человека. Это по правам человека? Это соответствует нормам прав человека? Вспомни, Даудов, как ты врывался в дом и прикладом бил женщин, матерей, сестер, пусть даже и муджахидов, они тоже люди. Вот это соответствует международным правам человека? Кадыров, тебе хочу напомнить, когда ты участвовал в убийствах муджахидов, когда ты не куда-то уезжал в горы, как ты пытаешься это сказать, я воин, Нет, тебе привозили, в твой дом привозили, и в твоем доме ты их убивал. Когда ты их пытал, это соответствовало нормам, как по каким-то нормам международного права. О правах человека говорят люди, которые реально защищают права человека, реально соответствуют этому, а не такой человек, как ты. Такой человек, как ты, должен говорить о убийствах, о пытках, потому что это твоя сущность. Но защита прав человека даже близко к тебе не идет. Ты являешься, как я чуть ранее сказал, предметом для расследования международных организаций прав человека. Субханаллах, какие вы бесстыжие люди. Конец ваш, иншаллах, недалек. За все вам воздастся. Да албикам бойлшун.